В эфире субботний выпуск новостей Сапшала, и с вами сегодня я, Рада Чачава. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. День рождения знаменитого курорта. Объединению пансионатов курорт Пицунда исполнилось 55 лет. Органист 2022. Мы пообщались с лауреатом премии Лукой Гаделия. Движение «Жизнь». Какое танцевальное направление выбрать и существуют ли для танцев возрастные ограничения? Воздушная линия Ачгуара на данный момент задействована на 90%. Линия работает в тестовом режиме. Ситуацию держит на личном контроле глава государства Аслан Бжания. Накануне президент лично побывал в селе Бедия, где идут работы по ликвидации последствий аварии. На данный момент из 32 километров заменено 24 километра провода. Отремонтированные линии запускали в экстренном режиме. Вот почему возникли проблемы с подачей электроэнергии. Последние 4 дня сотрудники Черноморэнерго во главе с руководителем Зурабом Багапш круглосуточно находятся на месте. Как говорят специалисты, до окончания всех работ нельзя исключить перебои в подаче электроэнергии населению. Аслан Бжания поручил вице-премьеру Кристине Азган провести переговоры с Министерством энергетики России о новом перетоке электроэнергии для обеспечения населения и ежедневно докладывать о ходе проводимых работ. Высоковольтная линия сегодня практически весь день под напряжением. Мы искусственно снижали нагрузку для того, чтобы проводить те работы, которые необходимо было проводить. Сегодня вечером мы, безусловно, в штабе будем обсуждать, что сделано, и наблюдать за тем, как происходит повышение нагрузок и как с этим справляется система. Конечно, не исключаем перебоев, потому что для того, чтобы система работала полноценно, необходимо решить все возникающие вопросы. Приносим большие извинения нашим гражданам за неудобства. Нам, правда, это очень, конечно, тяжело переживать, но, тем не менее, работу надо делать, и мы ее, безусловно, сделаем. Объединению пансионатов курорт Пицунда исполнилось 55 лет. Популярный абхазский курорт известен широкими песчаными и галечными пляжами и чистейшей морской водой. Расположена Пицунда на большом, вдающемся в море мысе, на котором раскинулась большая роща реликтовых сосен, насыщающих воздух целебным хвойным ароматом. Смешение горного и морского воздуха с озоном реликтовых сосен создают здесь целебный микроклимат. Морская вода на мысе Пицунда самая чистая и прозрачная на всем побережье Черного моря. В бухте на мысе Пицунда почти никогда не бывает шторма или волнения моря. Объединение пансионатов курорт Пицунда включает в себя 7 корпусов: Апсны, Бзыбь, Золотое Руно, Колхида, Амра, Амзара и Маяк, которые расположены между Сосновой рощей и морем. При поддержке государства, начиная с 2014 года, была проделана колоссальная работа по модернизации объекта, произведен капитальный ремонт и перепланировка корпусов Бзыбь, Золотое Руно, Колхида, Амра. Также реконструирован бассейн. На очереди реконструкция оставшихся корпусов, продолжение ремонта и обновление инфраструктуры, обеспечивающей деятельность курорта. На курорте Пицунда есть киноконцертный зал, экскурсионное бюро, плавательный бассейн и дельфинарий. Курорт рассчитан на 2662 койко-мест. Номерной фонд составляет 1287 номеров. Заслуженный артист Абхазии, солист Абхазской филармонии Лука Гаделия стал лауреатом премии «Органист года» в Калининграде. Церемония награждения состоялась в историческом кафедральном соборе, где установлен самый большой в России органный комплекс. Лауреатов члены жюри определяли в 4 номинациях: «Персона», «Дебют», «За вклад в профессию» и «За самую оригинальную и концептуальную концертную программу». Лука Гаделия был назван «Персоной». В течение года он принимал участие в крупных музыкальных проектах и фестивалях, исполнял премьерные произведения, вызвавшие резонанс в СМИ и получившие широкий отклик у публики. Музыкант поделился с нами своими впечатлениями. Были награждены музыканты из различных российских городов, из различных регионов. География достаточно большая. Это и Карелия, это и Республика Мариэл, Йошкар-Ола. Конечно, Москва,
Конечно, был представлен Южный регион, Сочинская филармония. Я представлял Республику Абхазия, и было очень приятно, что в качестве специального приза мне предоставили возможность сыграть в январе 23 года в легендарном Большом зале Московской консерватории на историческом органе Коваяколя. Это, конечно, будет очень ответственно, нужно будет активно готовиться. Со своей стороны я бы хотел поблагодарить учредителей конкурса. Мне очень приятно действительно было быть в их компании профессионалов, получить эту высокую награду. Оперная певица Фатима Чергинзия выпустила новую песню и клип. Лиричная композиция под названием «Сарасып Сынра» посвящена Абхазии. Сама певица является уроженкой города Ткварчал. Это не первая песня на родном языке в репертуаре исполнительницы. По ее словам, где бы она ни выступала, она обязательно исполняет абхазские произведения, и слушатели всегда тепло откликаются на них. О том, как создавалась песня, певица рассказала в интервью нашей программе. По приезду домой в 2019 году я перелистывала книгу «Ткварчал Абжи», где напечатаны стихи моего отца Алексея Чергинзия. Его также называют Ткварчал Кумф Чергинзия. Вот. Мне попались эти стихи, мне очень хотелось сделать приятное в память моего отца. И вот я написала песню на его стихи. Его стихи называются «Апсны». Вот. А уже когда песня написана, то я назвала ее «Сарасып Сынра». Довольно красиво получилось. Я чувствовала, ждала выхода этой песни, так как записала я немного ее раньше, вот, а видео и клип мы сделали совершенно недавно, на той неделе. По Фейсбуку я вижу, что есть успех этой песни, и надеюсь, еще напишу одну песню на стихи украинской поэтессы, которая написала, присвятила Абхазии, мне эту песню. Вот, и очень тепло, с теплым сердцем, я думаю, что она тоже будет иметь большой успех. С наступлением холодов мы все меньше двигаемся и больше времени проводим в сидячем положении. Одно из лучших решений – записаться на занятия танцами, которые сочетают в себе и спорт, и оздоровление, и удовольствие. Какое танцевальное направление выбрать и существуют ли для танцев возрастные ограничения, узнавала Эсма Голландия. Спинка ровнее, подбородок. Отлично. Ручки мягко открываем. Идем вправо и раз, подтянули ножку. Танец – замечательный способ поддерживать себя в форме, заряжаться энергией и позитивными эмоциями. Вот почему начинать танцевать никогда не поздно. Ведь возраст всего лишь набор цифр. Абхазский, индийский, испанский, восточный, парный, бачата. Каждый из этих вариантов можно попробовать в студии «Путь танца» и понять, ваше ли это направление. Главное – решиться и начать. Елена Лосева пришла на восточные танцы 1,5 года назад и сегодня без них не представляет свою жизнь. Сюда же ходит и ее дочь, пока внук на занятиях. Получаю колоссальное удовольствие. То есть я прихожу, я заряжаюсь эмоционально, физически, потому что хорошая большая нагрузка. Мы выступаем, студия где-то нас приглашает на какие-то выступления, мы с удовольствием выступаем. На конкурсе, да, даже выступали в филармонии, заняли 1 место. Это радость. Успеваете? Это даже, наоборот, дает стимул к жизни. Успеваешь все. Когда потанцуешь, у тебя столько энергии и сил, что хочется горы свернуть. Конечно, далеко не все с рождения обладают умением пластично двигаться. В студии «Путь танца» рады всем и научат каждого. Вне рамок возраста и танцевального опыта эти люди танцуют от души и для души.
Мы хотим, чтобы наши взрослые люди могли заниматься танцами так же, как и наши дети. Мы занимаемся детьми, и мы занимаемся их физическим и психологическим состоянием. Но как только вырастает человек, он уже перестает о себе думать и думает только о детях. Но в первую очередь мы можем думать о нашем обществе и о наших детях, когда мы сами здоровы и сами радуемся своей жизни. И вот это с помощью танцев и можно достичь. То есть вы физически развиваетесь, вы эмоционально и творчески вы развиваетесь. В детское отделение студии можно отдать и ребенка. На детей танец действует не менее благотворно. Кроме того, занятие – это еще и гарантия хорошей осанки, правильной походки и умения слышать и чувствовать музыку. Тихо навстречу мне. Возрастных групп несколько, то есть подростки, есть совсем маленькие, вообще нуляшечки, которые только делают с нами первые шаги, есть и средняя группа, это дети, которые уже проходят хореографию, основы всех направлений танцев, и классических, и современных в том числе. Есть взрослая группа уже занимается многими направлениями, то есть в основном у нас взрослые группы. И эти группы разделены по фитнесу, йога, танцы. Сегодня девушка хочет танцевать восточный танец, завтра она может танцевать испанский танец. И в этом и прекрасна женщина. Танец не зря называют песней души, ведь он раскрывает тело, разворачивает плечи, поднимает голову, красиво прогибает спину, развязывает узлы стресса и тревоги. Существует даже танцевальная терапия, как направление психологии, а значит, танцуйте. Этого просит ваше тело, этого просит ваша душа. Эсма Гуланзе, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. С 7 ноября в понедельник стартует арт-проект на культурно-деловой платформе «ГУМА». В рамках проекта пройдет серия кинопоказов. В программе культовые картины мирового кинематографа, горячий глинтвейн и, по словам организаторов, необыкновенная атмосфера. Мероприятие будет коммерческим. Посетить кинопоказ жители и гости столицы смогут за символическую плату. Руководитель платформы ГУМА Хибла Возба и конферансье, ведущий арт-показа Лев Малишава, рассказали о всех деталях проекта и о том, как собиралась программа арт-показа. У нас будет проведены несколько недель, такого по блокам распределено будет кино. То есть первая неделя будет кино культового, популярного, очень зарубежного кино начала 90-х годов. Для тех людей, которые придут на эти киносеансы, будет подготовлена соответствующая интересная атмосфера, будет попкорн, горячий глинтвейн, будет презентация вот от конференции мероприятия. И мы надеемся, что после просмотра фильма будет такая интересная живая беседа, обсуждение этого кино. Опирались сначала на то, чтобы мы хотели сами пересмотреть в первую очередь. Первые несколько блоков, которые у нас обозначены, они выбирались именно вот по такой логике. Потом мы начали думать, что хотелось бы показать уже кино, допустим, разных стран. Начали думать о том, насколько возможно сделать какие-то показы для детей. Потом начали ориентироваться на то, какие фильмы снимались здесь, советские. Потом начали ориентироваться на то, какие фильмы из 90-х мы с удовольствием посмотрели бы, отечественные, российские. И как-то вот набралась большая программа. 6 ноября в 13:00 в Мокском соборе Успения Пресвятой Богородицы состоится совместный благотворительный концерт хора Сретенского монастыря и Абхазской государственной хоровой капеллы. Глава Абхазской православной церкви Иерей Виссарион призывает жителей республики посетить благотворительный концерт. В храме будет установлен ящик для сбора пожертвований. Все собранные средства будут направлены на восстановительные работы в храме, являющемся уникальным памятником христианской культуры, бывшим в свое время центром религиозной жизни Абхазии. Хор Сретенского монастыря – всемирно известный творческий коллектив под руководством заслуженного артиста России Никона Жилы. На протяжении многих лет хор знакомит слушателей с шедеврами и совсем новыми произведениями духовной музыки. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания.